Бадра Гунба вступил в должность президента Республики Абхазия 2 апреля 2025 года. Практически сразу после этого последовали кадровые решения. Уже 18 апреля была утверждена структура Кабинета министров и сформирован его персональный состав. При этом были применены новые подходы к кадровой политике. По инициативе президента прошел конкурс управленцев команды Абхазии, победители которого получили назначение на высокие государственные должности. Это стало важным шагом к обновлению управленческой системы за счет молодых и профессиональных кадров. С приходом новой власти общественные настроения заметно улучшились. В стране наблюдается повышение доверия к государственным институтам и рост оптимизма среди граждан. Одной из ключевых тенденций стало укрепление единства и сближения различных социальных и политических групп. Появляется активный диалог между обществом и властью, развивается участие граждан в общественно значимых инициативах. И представитель власти, и рядовой гражданин несут свою долю ответственности, но все мы вместе ответственны за свою страну. Другой страны у нас с вами нет. Еще раз хочу подтвердить свою открытость к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны. Более того, такого рода диалог уже идет. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог в конструктивном формате. Я общаюсь, и мы обязаны общаться со всеми, теми, кто настроен работать на благо нашего государства, будь то он представитель власти, сторонник власти, оппонент власти, здесь не может быть иных подходов. Прошлые годы, как известно, они отличались такой турбулентностью, доходило до противостояния, доходило до свержения власти. В общем, политические страсти приводили к тому, что наше развитие останавливалось, отбрасывалась республика на много лет назад, и продвижение вперед шло очень медленно. А в этом году этого не наблюдается. Люди осознают, в большинстве своем осознают пагубность вот таких вот перетрубаций, вот таких политических всплесков, и постепенно концентрируют свое внимание на более важных вещах, на более значимых вещах для государства. То есть меняется отношение к власти, отношение к государству, отношение к партиям различным. Внутри общества меняются акценты. И вот люди сейчас, прежде чем прийти, предположим, на какую-то акцию, долго думают над тем, а в чьих это интересах, кому это очень нужно. Или это действительно государственный вопрос, или это вопрос, интересующий какую-то группу людей, какую-то узкую партийные какие-то интересы. И все больше и больше склоняются к тому, что надо принимать участие в тех мероприятиях, которые носят общегосударственный характер и носят, знаете, вот, направлены на развитие нашего государства, на удовлетворение требований большинства и на пользу нашему государству. Власть нынешняя отличается тем, что, вот, например, президент сам называет проблемы, ставит перед правительством задачи для нахождения путей решения этих проблем. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, это приветствуется. И я бы сказал, общество как бы находится в режиме ожидания. Это вот такая, знаете, кто-то ждет ловушку какую-то, кто-то еще что-то. Но, в общем-то, задача власти состоит в том, чтобы вот эти ожидания не обмануть. И все вот эти поручения, которые даны правительству и другим структурам государственным, они бы в какой-то степени находили продвижение вперед. Я не склонен думать, что все проблемы будут очень быстро решены, но когда люди видят, что проблема называется, что принимаются меры для того, чтобы эти проблемы решить, не скрывается это от общества, объясняется все,
конечно, люди готовы ждать, люди готовы способствовать и готовы помочь. Также фиксируется повышение уровня социальной сплоченности. Граждане все чаще проявляют инициативу в совместных культурных, образовательных и общественных проектах, что способствует формированию устойчивого общественного согласия. В совокупности эти изменения создают благоприятный климат для реализации долгосрочных государственных программ в сфере образования, науки, культуры и цифровизации, что отражает стремление власти к гармоничному развитию республики. У нас часто говорят о том, что надо создать условия для того, чтобы, значит, личность чувствовала себя комфортно, что удовлетворять потребности человека. Их много. Их много, этих потребностей человека. И для того, чтобы улучшить жизнь, значит, человека, много требуется, много аспектов. Конечно, это начиная от здравоохранения и заканчивая культурой. Все это входит, так сказать, вот, в сложный комплекс вот тех вещей, которые определяют бытие человека от материального до духовного, конечно. Конечно, многое делается. И то, что я опять возвращаюсь к тому, что делается это с помощью Российской Федерации. Вот то, что к курортному сезону готовимся, у нас аэропорт заработал. Это известные вещи, я не хочу их повторять, о них знают все. Конечно, это улучшает в какой-то степени жизнь населения. Лучше становится, безопаснее, наверное, становится. Хотя некоторые склонны считать, что у нас чуть ли не Техас. На самом деле, конечно, это не так. В наших условиях делается все-таки все возможное для того, чтобы человек чувствовал себя лучше. Ну, предстоит еще очень много делать, очень много. У нас повышаются требования постоянно. Мы живем в постсоветском пространстве, нам всего 30 с лишним лет, а признаны мы и того меньше, и поэтому считать, что мы просто упустили зря все время, это не следует. Мы продвигались вперед и движемся вперед, но мы всегда должны личное как-то, знаете, на втором плане держать. Мы вынуждены так, потому что у нас такие условия, в таких условиях мы развиваемся, когда мы должны думать об общественных, об общем нашем, значит, нашем государстве, особенно в наше такое сложное, турбулентное время, которое вокруг нас происходит. Власти республики сосредоточились на обеспечении устойчивого экономического развития. За этот период зафиксировано увеличение внешнеторгового оборота и существенное укрепление доходной части государственного бюджета. Внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2025 года вырос на 6,8% и достиг 54 миллиардов рублей. Отмечается увеличение поставок техники, оборудования и подакцизных товаров. При этом сохраняются стабильные позиции экспорта сельскохозяйственной продукции, вина и рыбной продукции. В 2025 году наблюдался заметный рост доходов. Поступления превысили запланированные показатели, а расходы оказались ниже ожидаемых. Государственный бюджет по доходам составил 21,7 миллиардов рублей, расходы 20,5 миллиардов. По сравнению с 2024 годом бюджет увеличился почти на 6 миллиардов, что соответствует росту на 38%. Существенную роль в этом сыграло увеличение финансовой помощи со стороны России. Дополнительные поступления в бюджет позволили обеспечить его сбалансированность и повысить эффективность исполнения государственных обязательств. Это, в свою очередь, способствовало стабильному функционированию экономики, своевременному финансированию приоритетных отраслей и реализации стратегически важных проектов. На 2026 год перед правительством поставлена задача довести объемы собственных доходов более чем в 13,5 миллиардов рублей. Реализация этой цели возможна только при условии повышения качества налогового администрирования, усиления таможенного контроля и, следовательно, вывода экономики из тени. 1 год президентства Бадры Зурабовича Гунба, безусловно, не является достаточным периодом для того, чтобы говорить о каком-то системном глубоком анализе, экономическом анализе. Потому что в экономике так не бывает, что в течение 1 года мы могли дать анализ и прогнозировать на долгосрочную перспективу, так как экономические процессы, они носят инерционный и многослойный характер.
Однако уже сегодня имеются определенные тенденции, которые задают определенный вектор развития, и с осторожностью можно говорить о намечающейся положительной динамике. В первую очередь хотелось бы остановиться на основном индикаторе – это состояние государственного бюджета Республики Абхазия. По предварительным данным 2025 года доходная часть бюджета составляет 17 миллиардов 890 миллионов рублей. В процентном соотношении, что на 47% выше показателя 2024 года. Но тут нужно понимать структуру этого роста. Конечно же, имеет место увеличение российской финансовой помощи, однако я отмечу и увеличение собственных доходов бюджета практически на 10,2%. Собственные доходы бюджета сегодня составляют 8 миллиардов 700 миллионов рублей, что говорит о том, что используются в динамике ресурсы, внутренние ресурсы нашей республики, что не может не радовать. Тут же я хотела бы отметить, что этот рост бюджета, в принципе, происходит не только за последний год. Это отмечал и президент в своем выступлении. Рост наблюдается за последние 5 лет. Практически бюджет у нас вырос в 2,5 раза. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. Финансирование профильной программы увеличено со 125 до 500 миллионов рублей. Продолжает расти туристический потенциал Абхазии, что оказывает заметное положительное влияние на экономику республики. Увеличение туристического потока способствует развитию малого и среднего бизнеса, росту занятости и доходов населения, а также стимулирует развитие инфраструктуры. Туризм остается одной из ведущих отраслей экономики, обеспечивая поступление значительной части доходов и поддерживая смежные сферы, включая торговлю, транспорт и сельское хозяйство. Туризм играет системообразующую роль в экономике Абхазии. За последние 5 лет у нас имеются стабильные показатели. Это около 1,5 миллиона туристов, которые ежегодно посещают Абхазию. Также стабильный рост показывают объекты размещения. Если в 2021 году их было 743 объекта, уже в 2025 году, вот по последним данным, у меня 1431 объект. И, соответственно, конечно же, увеличивается и номерной фонд, который уже выше показателей, наивысших показателей Советского Союза, в советских времен. И количество койко-мест на сегодняшний день составляет порядка выше 61 тысячи койко-мест. Министерство туризма сейчас прорабатывает новый закон о туристской деятельности в Республике Абхазия, так как сейчас на рынке имеются отношения, которые не регламентируются действующим законодательством. С оговорочкой нужно сказать, что закон был принят в 2005 году, и появились новые виды туризма, новые отношения, которые функционируют на рынке, но правового окраса не имеют. И, соответственно, весь закон, сейчас вот ведется работа над всем законом о туристской деятельности, и мы также привлечены к этой работе. И будем надеяться, что в 2026 году он будет принят, и там в этом законе будут отражены те виды туризма, которых ранее не было. Плюс будут четко разграничены правила игры для туроператоров и турагентов, а также он создаст основу для безопасного и комфортного отдыха всех туристов, которые приезжают в Абхазию, и, конечно же, создаст условия конкуренции, здоровой конкуренции. Акцент государственной политики в области туризма смещается сейчас от массового пляжного туризма к высокомаржинальной круглогодичной модели. И это мы видим, согласно той повестке, которая есть на сегодняшний день, развитие нишевых видов туризма. Это те проекты, которые реализуются сейчас в Абхазии, а также устранению того дисбаланса развития, который имеется сейчас у нас в Абхазии, дисбаланс восточной и западной части Абхазии. Согласно ранее установленной повестке, также было дано задание Министерству туризма, чтобы составили дорожную карту по
инфраструктурным проектам, касающимся тех объектов посещения, которые пользуются наибольшей популярностью, в большей степени до восточной части Абхазии. Я знаю, что Министерство туризма создавало дорожную карту, наверное, уже это все передано президенту, и в ближайшее время эти объекты будут доступны, что тоже крайне важно. Агропромышленный сектор рассматривается как ключевой элемент продовольственной безопасности. В рамках целевой программы развития сельского хозяйства финансирование увеличено со 150 миллионов рублей в 2025 году до 500 миллионов в 2026. Усилия направлены на стимулирование собственного производства и переработку сельхозпродукции внутри республики. За год реализовано более 340 проектов по всей стране. Дополнительно уже к действующим мерам поддержки президент поручил правительству в 2026 году обеспечить прямую финансовую помощь по 1 миллиону рублей каждому селу. Глава государства подчеркивает, что реализация этих мер позволит замедлить отток молодежи из сел, создать стимулы для возвращения людей к своим корням и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий на качественно новом уровне. Сельский труженик, носитель языка, традиции и древней культуры – опора нашей идентичности. А само село, сельский двор и дом – это точка возрождения. Мы часто и справедливо отмечаем, что село – это основа основ нашего народа. В современный век стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село – это то, что позволит нам сохраниться как народу, а значит, сохранить нашу идентичность. Дорогие друзья, перед нами стоят серьезные задачи, поставлены приоритетные цели. Их реализация требует устойчивого экономического развития, слаженной работы исполнительной власти в тесном взаимодействии с законодательной и судебной властью и высокой ответственности перед всем обществом. Было заложено свыше 160 гектаров многолетних насаждений. Прежде всего нужно отметить, это цитрусовые. Более 60 хозяйств получили поддержку на развитие животноводства и птицеводства. 89 хозяйств получили спецтехнику. И более 30 тысяч гектаров земли, если я не ошибаюсь, было обработано специальными химикатами. Растения получили качественную обработку. И в контексте развития сельхозпроектов хочется мне отметить поддержку переработки сельхозпродукции. Это очень важно, так как добавленная стоимость создается уже внутри Абхазии, а не за ее пределами. Это способствует тому, что будет меньше потерь урожая. Это тоже важно. И такие узкие локальные цепочки производств создаются внутри нашей республики. Продолжается модернизация дорог, коммунальных сетей и социальных объектов. В 2025 году на реализацию более 300 инфраструктурных проектов направлено свыше 2 миллиардов рублей. Отдельно реализована программа строительства спортивных и детских площадок. Создано 18 объектов. Также активно ведется благоустройство городской среды. Реконструируются набережные, парки, общественные пространства. Особое внимание президент уделил вопросам водоснабжения как базовому элементу жизнеобеспечения населения. В социальной сфере произошел переход от реактивной к более устойчивой модели поддержки населения. Расширены меры социальной помощи, а также созданы условия для постепенного повышения уровня жизни. Открыта национальная картинная галерея, восстановлен после пожара центральный выставочный зал, завершен капитальный ремонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба. Особое внимание уделено поддержке труднодоступных и высокогорных населенных пунктов. По поручению президента возобновлено регулярное авиасообщение с селом Псху. Приняты решения по усилению социальной защиты населения. Увеличен размер пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Реализуются иные меры поддержки граждан. Бадра Гунба предложил скорректировать подход к жилищной политике, подчеркнув необходимость объединения действующих программ в единую систему. В своем послании парламенту он выступил с инициативой объединить программу «Жилище 2026-2028» и механизм предоставления жилья репатриантам в одну целевую национальную программу. Предполагается, что это позволит повысить эффективность поддержки молодых семей, упростить доступ к жилью для нуждающихся и оказать положительное влияние
на демографическую ситуацию. Эффективная государственная политика в области социальной поддержки населения напрямую влияет на демографическую ситуацию. Я много общался с многодетными матерями, с молодыми специалистами, создавшие семьи, но не обеспеченные собственным жильем или нуждающимся в серьезном улучшении жилищных условий. Это жители нашей республики, наши с вами граждане. Они мне задают, в общем-то, всегда одни и те же вопросы. Как планировать свое будущее? Как удержаться от поисков работы и счастья за пределами нашей страны? Как увеличить рождаемость, если нет четких перспектив достойной жизни? Считаю, что эти вопросы ко мне, как к главе государства, абсолютно обоснованы. Думаю, пришло время серьезно заняться пересмотром демографической политики, сформировать подходы, основанные на принципах справедливости и социального приоритета. Предлагаю подумать о моделях централизованного управления жилищным фондом, которая позволит комплексно решать задачи обеспечения жильем как репатриантов, так и наиболее уязвимых категорий граждан, проживающих в нашей стране. Считаю правильным объединить программу «Жилище-2028» и программу предоставления жилья репатриантам в новую, единую, целевую национальную программу обеспечения жильем нуждающихся категорий соотечественников. Готов предметно обсудить механизмы решения этой проблемы с депутатским корпусом и выработать приемлемый, отвечающий государственным задачам подход, в том числе, кстати, и принципы равномерного расселения репатриантов, преследуя целью их интеграцию в абхазское общество, а не создание мест их компактного проживания. Развитие транспортной доступности стало одним из главных факторов развития туристической сферы и стимулом для увеличения пассажирского и грузового оборота. 1 мая 2025 года состоялось долгожданное событие. Возобновил работу международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба. С момента запуска было выполнено около 600 авиарейсов, а пассажиропоток превысил 120 тысяч человек, что фактически вернуло нашу страну на карту воздушных маршрутов. Еще одним важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры стал запуск регулярного железнодорожного сообщения между Сочи и столицей Абхазии. На линию выведен современный электропоезд «Диаскурия», который уже перевез более 150 тысяч пассажиров. В целом, за 11 месяцев прошлого года железнодорожный пассажиропоток между Абхазией и крупными городами России составил порядка 500 тысяч человек. Это удобство, это дополнительные налоговые возможности, как в республиканский бюджет, так и в бюджет Кулрышского района. Хотел бы отметить, что в Кулрышский район, благодаря появлению одного предприятия, одной организации, так скажем, аэропорта, у нас бюджет вырос только за первый год, даже при тех показателях, которые мы имеем, в 2 раза. Это то, что создает дополнительные возможности. Открытие железнодорожного сообщения поезда «Диаскурия», сотни тысяч перевезенных людей. Это же есть то, к чему мы стремились. Развитию туризма способствуют также и те инфраструктурные проекты, которые были реализованы в 2025 году. В первую очередь это ввод в эксплуатацию аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Аэропорт является, это не просто транспортный объект, это способ диверсификации, это способ перераспределения нагрузки турпотока, учитывая ту ситуацию, которая складывается сейчас на границе в летний период. Как мы знаем, будет реконструкция МАП «Адлер». Это как раз-таки сейчас как никогда актуально наличие у нас аэропорта здесь. И, как я и говорила ранее, его географическое расположение аэропорта также будет способствовать развитию туризма в центральной и восточной части Абхазии. Дополнительную роль также играет железнодорожное сообщение
сообщения, запуск электропоезда, современного электропоезда Диаскурия, где, получается, пассажирооборот составил только электропоезда Диаскурия 150 тысяч пассажиров было обслужено, а всего общий пассажирооборот по железнодорожной линии составил свыше 500 тысяч человек. Так что такие позитивные изменения транспортной инфраструктуры тоже мы наблюдаем в 2025 году. В энергетической сфере начаты системные реформы. Ранее республика сталкивалась с серьезным дефицитом электроэнергии и длительными отключениями. После переговоров с российской стороной был организован переток электроэнергии, который позволил стабилизировать ситуацию. Впервые его оплата осуществлялась за счет средств от оплаты потребителей, а не бюджета. Практика показывает, что борьба с незаконными подключениями, модернизация старых сетей и установка приборов учета энергии уже дают ощутимые результаты. Дефицит электроэнергии в стране снижается, сокращаются расходы на его покрытие, а нагрузка на энергосистему становится более сбалансированной. Потребление электроэнергии постепенно снижается, показатели собираемости платежей растут. Значительный вклад в улучшение собираемости внес запуск мобильного приложения для онлайн-оплат РУП «Черноморэнерго». По поручению главы государства введены льготные тарифы для социально уязвимых категорий граждан. У нас не было никаких ограничений, и при этом мы прошли в рамках собственных возможностей. И в этом году мы планируем уже заранее начать закупать дополнительный объем электроэнергии, более дешевый. Вы знаете, что есть такая возможность приобретения электроэнергии выходного дня, который дешевле. И в рамках этих возможностей мы сэкономим сотни миллионов рублей. Но при этом возможности нашей станции Ингурской ГЭС вырастут, и объем того, что вырабатывается, и качество того, что вырабатывается, будут в разы выше. Поэтому мы эту работу обязательно продолжим. Что касается дисциплины платежей, дисциплина повышается. Хотел бы обратить ваше внимание, что мы впервые в 2025 году средняя собираемость за потребленную электроэнергию перевалила за 50%, достигли 53%. Если брать отдельно по категориям, собираемость среди населения выросла в 10%. Это очень существенно, и мы намерены далее продолжать эту работу. В 2025 году реализовано несколько государственных программ в сфере здравоохранения с общим финансированием более 660 миллионов рублей. Они охватывают лечение, реабилитацию, высокотехнологичную помощь и поддержку пациентов. В районы поставлены автомобили скорой помощи. При содействии российских коллег проведена масштабная диспансеризация детей. Осмотрено 27 тысяч детей школьного и дошкольного возраста во всех районах Абхазии. Новым шагом в развитии медицины нашей страны стало открытие ангиографической операционной в Республиканском сосудистом центре, что позволило проводить сложные кардиологические процедуры внутри республики. Также ведется строительство современного детского медицинского центра. В Абхазии уделяется особое внимание сохранению национальной идентичности и развитию образования. Перед государственными органами стоят важнейшие задачи: защита семьи, укрепление социальных гарантий, развитие экономики, науки, культуры и особенно государственного языка. При Министерстве просвещения разрабатываются новые стандарты и учебные программы общего образования, а цифровизация абхазского языка выходит на новый уровень. Внедряются современные технологии и искусственный интеллект, облегчающие обучение и доступ к знаниям. По решению президента Республики Абхазия проекты благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба получили прямое финансовое и организационное содействие. Одно из самых главных направлений, которым занимается фонд, это цифровизация абхазского языка. Первый этап, который был завершен нами удачно, это текстовой перевод, но перед нами стояла задача более глобальная. Это оцифровка живого языка, живого абхазского языка. Это проект к сохранению живого абхазского, перевести его в цифровой код.
Для этого мы на одной международной платформе должны были записать больше 100 часов. И с поддержкой, значит, нашей власти, с президентом, с поддержкой Министерства просвещения, с поддержкой Абхазского государственного университета нам удалось реализовать этот проект. В начальном этапе, который мы, значит, сейчас завершили, нужна была поддержка для того, чтобы разместить уже живой голос на международных площадках. Одна из таких мощных площадок, все знают, это Яндекс. И здесь также нам понадобилась поддержка власти, государства, президента. Он взялся за этот вопрос и совместно с Сергеем Владимировичем Кириенко они, значит, решили этот вопрос. И поддержка уже с этой крупной компанией, мы получили поддержку этой крупной компании. И в ближайшее время будет заключен договор между Яндексом и Министерством просвещения, где будут прописаны все пункты. И самый главный пункт – это то, что абхазский язык, его вот голосовая часть будет размещена на платформе Яндекс. Надо сказать о других наших проектах. Очень важный проект – это методика, новая методика, которую мы создали для детей дошкольного возраста по изучению абхазского языка. Эта методика уже существовала, прошла апробацию около полгода, значит, в течение полугода в разных детских садах мы ее апробировали, она получила высокую оценку, но внедрение было сложно с этим вопросом, этот проект был приостановлен. Сейчас он возродился, и в 5 детских садах, начиная от Гулерипша, заканчивая Гагры, значит, мы эту методику начали внедрять. 5 марта вышло постановление Кабинета министров, где обозначено о проведении фестиваля абхазского языка и культуры имени Баграта Шинкуба. Этот фестиваль будет проходить в селе Челов, в родном селе Баграта Васильевича. И самое важное, что она тоже связана вот в общем, значит, так скажем, развитии, в концепции развития языка, потому что это будет демонстрация вот, как праздник абхазского языка, где будут демонстрироваться все самые передовые, последние культурные достижения языка в разных сферах, да, музыкальной, театральной. Потому что, развивая язык, безусловно, все должны понимать, что наш древний язык, он был сохранен с помощью ритуалов, с помощью традиций. И через культуру, через современные формы культуры надо также возрождать его и, значит, вести дальше. Тоже одним из ключевых проектов – это создание колледжа при Абхазском государственном университете. Колледж будет иметь направление именно современных технологий, в направлении современных технологий. Будет, значит, он называться колледж информационных технологий и искусственного интеллекта. Там будет собран коллектив, который будет обучать, значит, абитуриентов. Это после 9 класса. Значит, могут поступать в этот колледж. И затем по выбору уже после окончания они могут, значит, поступать в университет, они будут приняты
в университет, поэтому он, значит, будет при университете. Еще один проект, который тоже должен стартовать в этом году, это создание именно абхазской энциклопедии. Это перевод энциклопедии, которая была создана, но она была создана на русском, мы ее хотим перевести на абхазский язык и добавить к нему вообще большую энциклопедию. Все материалы перевести на абхазский язык, создание большой абхазской энциклопедии. Все это будет описано, переведено на абхазский язык, вот эти все статьи, что дадут возможность искусственному интеллекту, именно опираясь на эти материалы, мы хотим создать суверенный искусственный интеллект, который будет понимать абхазскую, значит, культуру, абхазский менталитет, и, соответственно, выдавать те материалы, которые именно с абхазской точки зрения. Все проекты, которые мы презентовали президенту, он во все проекты вникал, все эти проекты пропустил через себя и дал им поддержку. Здесь не только эти проекты нуждаются в финансировании, но они нуждаются и в государственной поддержке на уровне Министерства просвещения, на уровне университета. Безусловно, все руководители, и Олег Алексеевич Кварами, и Хана Гумба, они все поддерживают наши проекты. Но все-таки, когда президент курирует эти вопросы, это совершенно по-другому, потому что это, значит, дает другой импульс. Параллельно совершенствуется программа для дошкольных учреждений. Образовательные процессы дополняются современным техническим оснащением и наглядными пособиями. Уже внедрены постоянно действующие курсы ускоренного обучения абхазскому языку в городах. Завершена подготовка материалов для онлайн-обучения на цифровых платформах. Создано пособие «Разговорный абхазский в диалогах». Издан учебник по географии Абхазии. Ведется работа над созданием современного учебника по истории страны, который впервые планируется издать на абхазском языке. Все эти проекты реализуются при государственной поддержке и направлены на развитие национальной системы образования. Особое внимание уделяется материальному стимулированию педагогов. Введена ежемесячная надбавка в размере 5000 рублей для преподавателей абхазского и русского языков, а также увеличены выплаты за классное руководство. Продолжается модернизация образовательной инфраструктуры, ведутся ремонтно-восстановительные работы, решаются вопросы транспортного обеспечения школьников, особенно в сельской местности. В 2025 году при содействии российских партнеров в школы городов и районов республики было передано 44 детских автобуса, а ремонты проведены в 13 общеобразовательных учреждениях. Бадра Гумба осознает важность поддержки науки как основы развития общества, экономического прогресса и международного сотрудничества, вовлечения молодежи в научную жизнь, что способствует развитию исследовательского потенциала страны и подготовке нового поколения ученых. Если мы коротко будем давать какую-то характеристику отношения власти к науке, надо сказать о том, что, конечно, сделано не все, что надо сделать, но исходя из той реальности, в которой мы находимся, и из тех обстоятельств, которые имеют происхождение внутреннего, также внешнего характера, наша страна, наша власть, которая олицетворяет сегодня наше государство, уделяют, я бы так сказал, по силе возможности внимание к науке. Недавно было повышение заработной платы. Это то, что чувствует не только я, это чувствуют все люди, работающие, задействованные в нашей сфере. Ремонт Абхазского института гуманитарных исследований, который стал притчей во языцах, да, сейчас, насколько я знаю, начинается, приступают к ремонту. Это тоже очень существенная поддержка науки. Ведь без научной основы
ни один государственный проект не может быть, во-первых, разработан, во-вторых, осуществлен, претворен в жизнь. Как сама власть должна намечать линии соприкосновения с наукой и для чего наука нужна государству, так и сама наука должна предлагать власти, где она может помочь власти в устройстве жизни в государстве. Абхазия создает благоприятные условия для науки через Академию наук, государственные премии, советы молодых ученых и международные проекты, а также развивает обмен опытом сотрудничества с зарубежными университетами и участие молодежи в научной жизни. При президенте создан Совет молодых ученых, который служит площадкой для обсуждения инициатив, привлечения молодежи в науку и развития исследовательской деятельности. Приоритетность образования и понимание необходимости повышения престижа профессии ученого, исследователя поддерживаются конкретными инициативами и решениями власти. Персональные стипендии имени Владислава Ардзинба и Сергея Багапш для студентов АГУ увеличены с 3000 до 10 тысяч рублей в месяц. Президент Абхазии Бадыр Гунба увеличил и размер 3 государственных премий имени Георгия Дзидзария до 200 тысяч рублей каждая. Ранее размер премии составлял 100 тысяч рублей. Реализован комплекс мер по укреплению обороноспособности страны и развитию вооруженных сил. В 2025 году проведены масштабные оперативно-тактические учения вооруженных сил, направленные на повышение боевой готовности с привлечением резервных формирований и при участии российских специалистов. Главная цель – повышение уровня взаимодействия и способности войск выполнять задачи при различных сценариях развития обстановки. Повышено денежное довольствие военнослужащих, модернизуется техника и инфраструктура воинских частей. Значительные средства были направлены на боевую подготовку и обучение специалистов. В 2025 году начаты работы по капитальному ремонту автодорожного тоннеля в верхней части Кадорского ущелья. Он одновременно обеспечит бесперебойную транспортную связь жителей высокогорного района с остальной территорией нашей страны и укрепит систему защиты внешних рубежей на этом направлении. Ключевым направлением внешней политики остается стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Взаимодействие между странами получило особый импульс и вышло на новый уровень. Финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка России остается для нас важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны. Российская Федерация делает все необходимое для того, чтобы помочь нам встать на ноги. И на этом этапе мы принимаем эту помощь с благодарностью, потому что понимаем, что без этой помощи нам фактически не выбраться. Мы не можем проводить многовекторную политику, мы не можем, так сказать, опираться на кого-то еще на какие-то другие государства, даже на те, которые нас признали, с которыми у нас установлены отношения, но эти государства находятся далеко от нас, в других условиях. И в нынешнем мире единственное близкое нам государство, наш союзник, это Российская Федерация. И несмотря на то, что у них у самих сейчас нелегкое положение, они ведут борьбу почти со всем миром фактически, и много задач стоит перед ними, они помогают нам. Мы, конечно, благодарны, и я думаю, что помощь эта пойдет на пользу. Мы должны делать все для того, чтобы уменьшить эту помощь, уменьшить нагрузку на бюджет Российской Федерации. Должны развиваться, должны двигаться вперед. Если будет согласие в обществе, если люди будут сконцентрированы вокруг интересов, государственных интересов для решения общей задачи, это построение независимого, процветающего абхазского государства при близком, сотрудничестве с Российской Федерацией, мы можем решить поставленные перед собой задачи.
Неоднократные встречи Бадры Гунба с Владимиром Путиным способствовали ускоренному решению целого ряда вопросов, в том числе вступлению в силу соглашения об урегулировании двойного гражданства, решению проблемы с получением российских пенсий через банковские карты, реализации крупных проектов в области здравоохранения и развитию других направлений двусторонних отношений. Существенно расширяется сотрудничество и в формате развития торгово-экономических, научно-технических и научно-образовательных и культурных связей с субъектами Российской Федерации. Для развития экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и укрепления внешнеэкономических связей в республике пройдет Международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее». Это не просто имиджевое мероприятие, а инструмент экономической политики, направленный на привлечение инвестиций и структурное развитие экономики. Его проведение отражает стремление властей перейти от точечных решений к системной работе с инвесторами и деловой средой. Первый год президентства Бадры Гунба. Достигнуты значительные успехи в экономике, социальной поддержке населения, модернизации образования и укреплении культурного потенциала. Эти изменения создают прочную основу для дальнейшего роста, повышения уровня жизни граждан и укрепления национальной идентичности.